Друзья, над вами нависла угроза смерти. Над царем Иезекиией тоже нависла. Но он повернулся лицом к стене и молился. Псалмопевец, написавший Псалом 117, которого Иезекия, возможно, знал, а возможно и нет, хотя, вероятно, знал, сказал следующее: «Не умру, но буду жить». Слово Божье. И сказано так: «И возвещать дела Господни». Что он сделал для меня? Иезекия возвестил: «Вам угрожает смерть. Врач сказал, что ваша болезнь неизлечима. И вы чувствуете, что ваш срок истекает. Тогда начните говорить: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Возвещать в смысле славить, возвышать то, что Бог сотворил в вашей жизни. Поставьте перед собой эту цель, поскольку Бог любит такие цели. А с благими целями вы станете щедро благословленным человеком во имя Иисуса. Давайте теперь посмотрим это свидетельство, затем я вернусь. Каким ухом вы не слышали? Левым. Как долго? Уже давно я сделала томографию уха в Сан-Паулу, а потом мне пришлось его оперировать. Сколько с тех пор прошло лет? Уже много, точно не помню. 15-20. 15-20 лет назад. Если прикрыть это, вы ничего не слышали? Нет. Хоть из пушки стреляй. Прикройте хорошенько. Какой сегодня день? Сегодня 1 марта. Ну что? Слава Богу! Теперь я хочу помолиться с вами. Отец, этому человеку грозит смерть. Обследование подтвердило, но Бог может это изменить. Я вступаю в битву ради него и того человека, который живет на Среднем Востоке, откуда мне сегодня позвонили, прося о помощи, поскольку ему становится все хуже. Он не ест, не ходит, он подключен к аппарату. Отец, я говорю: смерть, отойди от этого человека во имя Иисуса. Будьте благословлены. Хорошего дня.